Как давно мы говорим о необходимости создания адекватных концепций и закона об образовании? Какова, по сути, общеобразовательная школьная система, от которой мы ждем грамотное, целеустремленное, здоровое, воспитанное молодое поколение, амбициозное и патриотическое студенчество? Откуда корни невежества, издержки нашего воспитания, в результате которого мы имеем немало ребят подросткового и юношеского возраста, которые не назовут вам дату начала Отечественной войны 92-93 годов, или же немало ребят, которым не по плечу беглое чтение. Как нам подготовить молодое поколение к жизни в 21 веке? Поговорим честно в программе «Аргама». Вопросов много. В нашей передаче сегодня принимает участие министр просвещения и языковой политики Инал Габля, директор Сухумской средней школы номер 6 Лолита Кация, директор Института педагогики Ирина Кукускер, председатель родительского комитета 10-й средней школы Инна Тентурия. Мы с вами, наверное, затронем не так много вопросов сегодня. И в свете некоторых ситуаций последних, которые вызвали острое обсуждение, для кого-то даже потрясение, можно сказать, ситуации, связанные со школьниками. Я не хочу этот вопрос, он очень тонкий, думаю, что и для вас, и для меня, выносить это на публичное обсуждение, учитывая ситуацию или тенденцию, которая наблюдается среди молодежи, школьников в последнее время. Хотелось бы начать наш разговор сегодня вот с какого вопроса. Скажите мне, пожалуйста, наша школа обучает или обучает и воспитывает? Хотелось бы узнать, насколько оба направления приоритетны в нашей образовательной политике, если она вообще существует. На мой взгляд, что вопрос воспитания, он стоит на первом плане в жизни школы, детского сада или университета, любого образовательного учреждения. Это главная задача — воспитать человека, гражданина, и только потом дать ему знания, умения и навыки. Без воспитания нравственных, моральных ценностей все, что мы передадим ребенку, будь то это профессиональные навыки, знания, которые быстро устаревают. Инал Соломонович, это ваше убеждение или у нас все-таки это зафиксировано, что именно воспитательная работа — главное приоритетное направление? Это пока нигде не зафиксировано. Соответственно, это мое убеждение и мой подход, да, к системе образования, что воспитание должно быть на первом месте. Да, воспитательная работа нам проводится, но насколько эффективно, насколько мы пожинаем плоды, это вопрос большой. Поэтому я бы, конечно, поднимал этот вопрос снова и снова. Мы должны это оценивать, да, измерять, каких граждан мы воспитываем в детском саду, в школе или в университете, или в колледже, в профессиональном образовательном учреждении. Поэтому действительно вопрос воспитания, он на первом месте для меня, как в том числе и гражданина, и министра просвещения. Мне кажется, это первая задача. В реальности нашей так происходит или все-таки обучение на первом месте? И на главном месте, скажем так. Мне кажется, фокус сместился. По моим наблюдениям, да, мы очень много ездим по школам, детским садам, и проблемы, которые выявляются, да, они как раз становятся, как сказать, мы видим наяву, что действительно у нас есть эта проблема, да, воспитания детей в наших традициях, с нашим, да, менталитетом. Наше педагогическое сообщество, если нет вообще никакого документа, где это зафиксировано и так далее, то есть как бы нету вот этой стратегии конкретной, определенной, пусть даже не детализированной, как учительство
будет это делать и что для учительства означает в наших условиях, в абхазском контексте, я имею в виду, воспитывать детей, воспитывать наше молодое поколение, наших учащихся. Тоже мне вопрос, да? Ну, давайте, да, коротко. Я думаю, что это можно зафиксировать в различных нормативных документах, таком как и закон об образовании, и положение внутреннее, да, которые существуют в организациях, или уставы школ. Поэтому, соответственно, это можно прописать. Да, но будем ли мы этому следовать? Это уже второй вопрос. Соответственно, тут должен быть баланс между тем, что мы напишем, и тем, что действительно реально в школе происходит. Мне кажется, что тут будет вопрос, на самом деле, зависит от нашей воли руководителей образовательных учреждений. Если мы все вместе поставим перед собой цель и пропишем это, да, как и документально, и будем это проявлять в жизни, тогда мы увидим результаты. Хорошо, Лолита Николаевна, ваш ответ на этот вопрос, ваше видение, тем более вы столько лет работаете в школе. Вы знаете, я тоже считаю, что сегодня, в свете последних реалий, в свете того, что мы почти год нормально не учились, все-таки воспитание стоит на первом месте. Мы мониторили этот вопрос по городу и поставили перед Астан Дезауровной следующую задачу, что я бы предложила полностью изменить институт классного руководства. Он плохо у нас работает, институт классного руководства. Классный руководитель, он бегает по своим урокам, и плюс еще потом должен следить за определенным классом. У нас в каждых школах есть психологи, по городу во всяком случае. У нас АГУ выпускает каждый год психологов. Я бы предложила, чтобы классным руководителем был бы психолог, и дать этому психологу параллель. Пусть у него будет только классное руководство, но какой будет результат? Вы понимаете, этот классный руководитель – это мама. Это школьная мама, которая должна быть с детьми. Я считаю, что у нее не должно быть уроков других, она должна заниматься только воспитанием детей. Кроме этого, мы поставили вопрос о том, чтобы ввести со 2 класса, вот Инал Салманович, не знаю, до вас уже довели это или нет, Апсора. Мы теряем свою самобытность, понимаете? Это вот эта вседозволенность интернетная, она настолько портит сознание наших детей, что я считаю, что мы должны просто вот со 2 класса рассказывать им, какие мы, какие наши обычаи, что нам можно, что нам нельзя. Мы не можем смотреть на Запад, мы Кавказ. У нас другой менталитет. Спасибо, независимо согласна. от нации, понимаете? Что русский, что абхаз, что армян, мы Кавказ. Мы не имеем права себя вести так, как ведут себя многие интернетные блогеры и так далее. И вот тут как раз важна работа психолога в школе. Да, на по мой поводу взгляд. психологов, насколько мы располагаем кадрами, есть у нас такая возможность? Ну, Да, вот надо хотел бы добавить, начинать. Владимир Да. Павловна, Надо вот начинать. абсолютно поддерживаю эту инициативу. Мы уже прорабатываем возможность создания психологической службы, и этот, соответственно, процесс, в этом процессе нам поможет Абхазский государственный университет, как правильно Лолита Николаевна отметила, каждый год выпускается хорошая, да, новая плеяда психологов. Поэтому этот ресурс нам надо задействовать. Очень много школ, где нет этого штата. И вот абсолютно поддерживаю идею, что классный руководитель мог бы быть психологом. Да, он бы Только поработал, должен быть, на он мой мог бы взгляд, поработать да. индивидуально с каждым в Да. группе. То есть направить детей, когда они, может быть, на распутье. Да, та же тема специализации или выбора профессии или профориентации. Обязательно. Это было бы действительно Да. эффективной мерой и в плане и нравственного воспитания, и Обязательно. психологического здоровья детей. Еще можно добавлю да. маленькую такую ремарку. Дело в том, что современные родители считают, что их обязанность, не обижайте сильно, пожалуйста, накормить ребенка, повести его в школу, повести его на занятия. А с ребенком надо разговаривать. С ним надо разговаривать на всевозможные темы. Категорически я против, чтобы в 1 классе отдавали репетитору. Это обязанность мамы.
И во втором классе это обязанность мамы. У нас институт семьи надо возрождать, понимаете? У нас это очень потеряно. Мы очень много потеряли именно вот в нравственном воспитании наших детей. Мамы не хотят сегодня заниматься ребенком, они сваливают все это на школу. Да, школа несет огромную ответственность за воспитание ребенка, но не 100% школа может воспитать ребенка. Все-таки, как говорят в Японии, важен личный пример. Ирина Константиновна, вы вот согласны с тем, что роль главного воспитателя в школе должен взять на себя классный руководитель-психолог? Или вот я не знаю, вот Лолита Николаевна тоже вот упомянула про Апсура. Когда-то я помню, когда Надар Чанба, кажется, был министром культуры, он этим вопросом очень серьезно занимался, но было какое-то неприятие, в общем-то, не получилось, не привилось, не было поддержки, мы не были подготовлены. Или, в общем-то, я конкретно, конечно, детально этот вопрос не изучала, но я помню, что этот опыт по-разному вообще воспринимало общество и учителя, и общественность, и так далее. Я поддерживаю идею, что классное вот это вот сегодня, то, как работает нынешний классный руководитель, он, конечно, неэффективен. И ваш педагогический опыт это и показывает. Я, насколько знаю, что существует и международный опыт. Даже вот сейчас в России идут разговоры, по-моему, даже нормативы Минал Соломонович Фахушибасатером, что там будет воспитатель-помощник. Не классный руководитель в том обычном понимании, как это было в советское время, да, будет помощник-воспитатель, который будет вести класс. Назвать можно, Да, назвать можно. Может, он будет психологом, но он будет таким помощником, серьезным помощником, потому что педагоги не успевают, не поспевают. Там тоже очень много проблем в самом учебном процессе, что нужны помощники в виде воспитателей. И существует, да, и вот в этих известных системах, там, финской, в западной, в Сингапуре тоже, по-моему, вот эти вот эстонский опыт, где вот так вот есть проводники детей, они им помогают. Именно вот они ведут беседу, диалог именно с детьми. Они как бы вот настолько доверительно ведут беседу с учениками, что они... Это может быть на самом деле психолог, но в любом случае с педагогическим образованием. Да? Они это вот как тонкие проводники, и они упреждают все моменты. Мы же сегодня знаем, что школа, к сожалению, и конфликтная среда. Там вот эти наши родители, мы с большим уважением относимся к родителям, но, к сожалению, бывают иногда какие-то вот недопонимания, что ли. Может, какой-то другой запрос у родителей, а вот школа на сегодняшний день не может это им обеспечить. И получаются всякие, и сами дети между собой, между учащимися и педагогами тоже зачастую наблюдаем недопонимание. Конечно же, работа такая вот, раннее реагирование, что ли, каких-то вот можно будет... И предупреждать вот какие-то события. Я полностью поддерживаю, что я вот не знаю, психолог, педагог, не знаю, но должны быть люди, помощники педагогам, учителям. И воспитатель помогает не только там упреждать, вот помощник воспитатель, не только упреждать какие-то конфликтные ситуации, он определяет вместе с ребенком показатели учебные тоже. Он будет вместе с ребенком, с школьником проговаривать вот эту планку, насколько ребенок готов, подготовлен, будет узнавать все и домашнюю ситуацию ребенка, его возможности. В общем, одним словом, это замечательно, если у нас получится. Очень важно, что эту идею поддерживает министр просвещения. Я думаю, что это будет большим подспорьем для нашей воспитательной, не только воспитательного, но и учебного процесса. Это мое мнение. Это то, что касается Апсора. Я очень, скажу честно, очень скептически отношусь к этой идее. Если наши уважаемые ученые, которых мы великолепно знаем, да, есть богатое наследие народа, вот просто вот в какой-то части, в какой-то степени, если нам помогут наши ученые, методически это можно обработать в качестве дидактического материала для ведения воспитательной работы. Но как учебный предмет, если ставится так вопрос, то нет. Мы, кроме Апсора, предлагали еще ввести, может быть, это как элективный курс краеведения. Это для того, чтобы воспитать в ребенке любовь к родине, любовь к родному городу. Наши дети многого не знают по нашей истории. Вот сейчас управление образованием мониторит, как мы смогли научить детей с того момента, когда мы вышли на учебу. У нас колоссальные пробелы.
У нас дети не знают историю Абхазии. У нас дети плохо читают, потому что они привыкли, что в интернете, даже знаете, что они делают? Вот они набрали какое-то произведение и слушают аудио. Они не читают. Техника чтения, вы представляете, мы с ужасом увидели, что у нас сегодня страдает техника чтения. У нас сегодня дети не знают, вот вы правильно сказали, Ирина Шутовна, они не знают, когда началась война, они не знают, кто такой Соснолив и так далее. Для них это история, это далекая для них история, это для нас это все животрепещущее. Надо вводить еще предметы краеведения, пусть они любят свой край. И это тоже будет частичка обсора. Ну да, просто когда мы об Апсора говорим давно, кстати говоря, но получается как будто бег на месте, а может быть даже еще хуже, но в то время, когда этот вопрос поднимал, кстати, на Дарчанбе, тогда была другая ситуация. Мне кажется, что то поколение вот молодых, оно было абсолютно другим, потому что оно и жило-то при других условиях. А сегодня поражаешься, ведь ребята не знают самых элементарных вещей. Это же элементарные вещи. Да. Вот скажите, если семья не в полной мере занята своим ребенком сегодня, все пытаются что-то заработать для семьи. Пока они зарабатывают для семьи, они теряют детей. Теряют в каком смысле? Не физически, не дай бог, но теряют, понятно, в плане воспитания, там, образования и так далее. Вот. И поэтому ведь ситуация изменилась. Сейчас, видимо, обучать легче, чем воспитывать. Да. Вот. Вот поэтому, наверное, этот вопрос нуждается в более детальном таком обсуждении. И сейчас я вообще-то не предвидела, что Лариса Николаевна поднимет вопрос вот, очень интересный вот именно насчет психологов. Но я должна сказать, что ведь и психологов надо сначала подготовить, и это не самый простой вопрос. С какими ценностями этот так называемый воспитатель-помощник, да, вот он идет к детям? С какими ценностями? Он сам является носителем Апсора, наших традиций Вот. и так далее. Вот, Да. Поэтому... Вот что вызывает опасения. Да, как раз. опять же получается, что само воспитание в духе Апсора, опять он уходит на второй план, а на первый план придет вот эта задача воспитать сначала кадры, которые потом будут воспитывать наших детей. Я правильно говорю? Я полностью согласна. Да. Я почему скептически? Потому что тот человек, который говорит об Апсоре, вы представляете, какой вот носитель всех этих ценностей. Если ты будешь говорить одно, а ребенок, дети, они очень тонко чувствуют фальшь. Да. Тонко чувствуют фальшь. Иногда вот почему я против предмета тоже обосную. Хорошо, ребенок не выучил урок, скажем так. Бывает, параграф не... Но поведение ребенка вот, по содержанию, как говорится, да псов, зигрил, апсу, культура, хабы, спасик, титрот. А хороким-то, вот что, мы будем ему двойку ставить? Вот здесь есть противоречие. Я потому, естественно, богатое наследие народа, это должно быть основой даже самого закона об образовании. Когда мои дети были маленькие, у них преподавала Апсора Джумамика. И моя средняя дочка, она приходила ко мне и говорила: мама, ты знаешь, вот у абхазцев вот так, вот так, вот так. Она настолько это впитывала, и мне так нравилось, как вот это все, она еще и меня учила, понимаете? Насколько школа наша изменилась в условиях пандемии. И я понимаю, что учителя не так давно возобновили учебный процесс, и сейчас возможно, что все силы мобилизованы на компенсирование, скажем, да, вот, отставание, да. скажем, да, вот, по программе и так далее. Вот. Насколько изменились дети, что в них произошло, возможно, рано, да, вот, прогнозировать, хотя возможно, что какие-то серьезные вещи вы уже замечаете в школе. И поэтому вот сначала я хочу задать вопрос Иналу Соломоновичу, как министру. Главная задача, которая была поставлена перед школами, когда возобновился учебный процесс после пандемии. Главная задача. Главная задача, конечно же, как вы уже подметили, это пробелы, да, закрыть в учебной программе. Время было упущено. К сожалению, да, пандемия внесла свои коррективы в учебный процесс, и поэтому нужно было сначала повторить
то, что было пройдено, а потом уже перейти к новому материалу, да. Это была, наверное, задача образовательная. Вот. Ну и воспитательная задача, как уже многие коллеги мне подсказывали, говорили, что проблема существует, да, пока дети не находились в школе, они меняли свое поведение, да, то есть их улица меняет, их друзья меняют, их интернет меняет. Школьная среда все-таки, да, она каким-то образом сохраняет вот этот баланс. И, конечно, пандемия нам в этом помешала. И, конечно же, само качество образования не должно пострадать, несмотря на то, что у нас коронавирус, да, все планы наши, да, исказил, мы должны за этот короткий промежуток времени, который остался до конца учебного года, да, сделать максимум возможного, чтобы детям дать тот объем знаний, который, да, соответствует его возрасту. Поэтому была задача такая. Ну, родители прежде всего, наверное, нам могут сказать, насколько изменились дети за это время. Что вы наблюдали за своими детьми в период пандемии, Инна Геронтьевна? Ну, как правильно было сказано, конечно, коррективы внесены временем, и мы живем не в вакууме, все находятся как бы здесь, и, конечно же, ну, оградить детей от всемирной паутины, от всего того и негатива, в том числе, который присутствует в интернете, это невозможно. Говорят, запретный плод сладок. Надо просто, наверное, со стороны родителей как-то регулировать и направлять ребенка, воспитывать, говорить на все темы и, конечно же, объяснить, что важно, где приоритеты, что нельзя смотреть вообще. А вот в этом плане работу родителей, работу семьи в воспитании никто не отменял. Я глубоко убеждена, считаю, что прежде всего ребенка воспитывает семья и дом. Семья и дом – это 90%, а потом уже вся надстройка, все остальное дает школа. Вот. Отношение родителей к детям, как вы правильно сказали, Лариса Николаевна, прежде всего родители должны заниматься детьми. Как бы ни было трудно, все понимаем, трудное время и все, но при всем при этом самое главное в жизни – это ребенок. Это дать ему те ценности, которые реально ценны. Ну, можно спросить, вот дети ваши какого возраста? Мои дети 24, 22 и 14 лет. 14 лет. Да, 14 лет вот мы Хорошо, в школе вот, учимся. Ну да. Вот ребенок младше 14 лет, ему скажите, с какого возраста он при мобильном телефоне? Ну, уже давно, конечно же, Ну давно. вот с какого Ну, возраста? наверное, С 5 лет или с 6 лет? С какого где-то возраста? лет с 8, да, точно. Но мы запрещали вот как бы плотно находиться в интернете, смотреть все это. Но сейчас, конечно, больше это происходит. А вот в 8 лет почему телефон понадобился? Вы помните это? Да, конечно, Да. конечно. Нужен был телефон, потому что заканчивались уроки, мы забирали со школы. Как бы мы, родители, возим домой, из дома, и поэтому вот нужен был телефон, чтобы как-то мы на улице не оставался ребенок. Мгм. Ну, знаете, вы были среди тех родителей, которые требовали от руководства, чтобы они быстрее возобновили учебный процесс, Да, чтобы открыли школу. мы хотели Да. открытия школ, мы просили, мы на самом деле желали открытия школ, потому что мы же понимаем, что это не на один день пандемия. Это не на один день, вирус никуда не уйдет, нам с этим жить. И как-то просто, наверное, надо сосуществовать, как и с остальными как бы болезнями. Это же никто не отменял, а поэтому мы просили открытия школ, да, потому что школа – это не только образование, это воспитание, это взаимоотношения детей, это интеллектуальное развитие. Я считаю, и многие родители были за открытие школ. Мы просили. Да, но я в то же время знаю и другое мнение, другую точку зрения Да. о том, что родители устали от своих детей. Им надо побыстрее избавиться, избавиться. И такое было ощущение, что многим мамам очень сложно работать и находиться в одной квартире, в одном доме, в одном помещении 24 часа со своими детьми.
Вы знаете, не было такой я не ситуации? приветствую такой формат общения с детьми. У нас не было такого вопроса вообще в корне. Я не понимаю маму, которая не хочет общаться со своим ребенком. Считаю, что это счастье видеть становление личности своего ребенка, его развитие. Это на самом деле счастье великое. Мы все работаем, понятно, мы все заняты. Сегодня очень сложное время, но при всем при этом это большое счастье видеть, как ребенок меняется в характере, становится человеком, взрослеет. Вот, а поэтому находиться, наоборот, Ну, это если хорошо. даже многие родители устали от своих детей, но правда, когда в доме не один ребенок, а несколько детей, с которыми надо сидеть, в заниматься квартире и тем так более. далее в квартире, дело это даже не очень в этом. непросто. Да, но с другой стороны, вот я надеюсь, что очень многие родители поняли, чего стоит школа вообще. Это Конечно. плюс Вообще, пандемии. насколько Единственный. школа разгружает, И насколько труд учителя. школа, насколько Полюбили учителя учителей. разгружают Безусловно, родителей. конечно. Школа – это наш помощник, это наш огромный, на самом деле, воспитатель и помощник. Потому что, вот как родители, мы все знаем, что то, что ты говоришь в семье, то, что ты прививаешь ребенку, это он слышит, конечно же, но когда в школе это закрепляется, вот очень хороший эффект имеет. Хорошо, вот вы говорите, что дома все равно детей воспитываешь, прививаешь какие-то ценности. Вот какие ценности, например, вот что, вот какой-то конкретный вопрос, вот можете сказать, пример привести, когда вы ребенку своему разъяснили какую-то очень важную ситуацию, как надо себя вести, потому что так положено, потому что... Конечно, я считаю, что каждый шаг наш такой. Потому что, опять-таки, повторяю, что становление личности вообще ребенка, это происходит в семье. Воспитание, глубокое воспитание, это происходит в семье. Школа, это, конечно же, дает свое, но пример родителя никто не отменял. В круг ваших ценностей семейных, скажем так, входит знание родного языка? Конечно, Да? безусловно, безусловно. Да, дети ваши владеют языком? Конечно, Хорошо конечно. владеют. Ну да, Да? да, конечно. Хорошо, и еще к вам один такой вопрос. Именно родители, мне кажется, как-то форсировали открытие начала, вернее, возобновление учебного процесса. И, ну, может быть, слава богу, что учебный процесс все-таки начался, и за это время сделано, видимо, немало. Я не могу сейчас в деталях знать школьную жизнь и так далее, но там идет все равно серьезная работа. Вот. Другое дело, что у нас опять нарастает пандемия настоящая. Последние дни показывают очень плохие результаты, и неизвестно, какое решение мы будем принимать завтра. Скажите, насколько родители, которые очень хотели открытие школы и так далее, сегодня участвуют в жизни школы для того, чтобы серьезных очагов в школах не было? Хочу сказать, все это зависит от родителей, конечно же. Вот сегодня конкретно в нашей школе, в 10-й, немножко сложная ситуация с этим. У нас есть дети, которые заразились, и в связи с этим классы закрыты, дети ушли на карантин. Во всем виноваты мы, родители. 9 классов Мы родители. Это первое. Второе, детей тоже остановить невозможно. Мы вчера видели кадры, родители пересылали друг другу, значит, уже начало 11 вечера. Человек 10-15 детей дружненько играют во дворе. Дети виноваты, конечно, они хотят общения, они вышли, но родители, которые позволили, во-первых, так поздно, и, во-вторых, зная ситуацию, я считаю, что виноваты родители. Надо быть немножко, наверное, в тонусе, но в большинстве своем родители придерживаются всех этих правил. Социальная дистанция, минимум общения, не посещение людных мест и так далее. Но не скажу, что все. Хочу задать вопрос большому педагогу, вот в прямом смысле этого слова и в переносном тоже. Лолита Николаевна, скажите, вот что вы уже замечаете, что изменилось в наших детях? Ну, первое, что я хотела бы отметить, у них изменилось сознание, у них поменялись приоритеты. Если до пандемии мама и папа разрешали гаджетами пользоваться в виде поощрения, то когда пришел этот час X, им сказали: возьми
и пользуйся, и, значит, будешь заниматься. У ребенка произошло непонятное ему же стало. Так можно или нельзя? Естественно, что многие дети вместо того, чтобы заниматься, они залазили на всякие другие сайты, которые им были более интересны, чем те сайты, которые предлагали родители. Кроме этого, конечно, я не буду говорить про то, что технически и так далее, это уже много очень сказано, повторяться не стоит. Всегда в педагогике для меня самое главное – это личное общение. Я должна смотреть на ребенка, когда я ему что-то рассказываю. И мне не нужно, чтобы он сказал: я не понял, Лолита Николаевна. Я и так вижу, что он не понял, я повторю. Когда я это делала по интернету, я не видела его глаз. Я не понимала, он понял меня, не понял меня, какие у него вопросы. Да, конечно, была какая-то обратная связь. Но мне было очень интересно, что они выучили конкретно, скажем, по моему предмету после того, как мы пришли в феврале. Если честно, результат был даже чуть лучше, чем я ожидала. Чуть-чуть лучше, потому что я вообще очень скептически относилась. Мне казалось, они меня не понимают, не слышат и так далее. Но теперь что? Второй вопрос. Дети, которые занимаются плохо, не всем математика дана. Во время пандемии они мне присылали идеально выполненные домашние задания. Что они делали и к чему они пришли. Что, на мой взгляд, самый большой минус вот этого онлайн-занятия. Ребенок разучился думать. Зачем ему думать? Он готовый ответ ищет в интернете. Он набрал что-то, получил ответ, прислал мне. Я задаю вопрос. Но теперь же, они же уже все хитрые, он не сразу мне отвечает. Он уже и на мой вопрос ответ получил. Это, вы знаете, ведет к инфантилизму среди детей. Они не хотят думать, они не хотят творчески мыслить. Вот заставь их сегодня написать сочинение. К сожалению, в школе сегодня мы не пишем практически сочинения, перешли на изложение. Когда я училась в школе, мы писали сочинения, мы могли рассуждать, мы могли сказать, почему тот или иной герой романа хороший, мое отношение к нему. Сегодня дети это не могут. Они и сочинения готовые берут в интернете и адаптируют под определенного автора. Даже уже и абхазские произведения можно что-то найти. Это, конечно, большой минус. Но, как вы сказали, единственный плюс, который бы я сказала, это то, что родители начали ценить школу и начали... Понимаете, каждая мама, сидя дома на кухне за чашкой кофе, позволяла себе говорить нелестно об учителе. Вот это учитель такая, это учитель всякая. Это все впитывал ребенок, который в этот момент не разговаривал с мамой, он занимался своими делами. Но при этом... Он очень хорошо слышал, что про того или другого учителя мама нелестно отозвалась. И что? Он будет с уважением ходить на ее уроки? Никогда. Сегодня мне так показалось, что мнение родителей немножко поменялось в лучшую сторону. Конечно, у нас большие проблемы. Конечно, мы должны понимать, что школы, какая была до пандемии, не будет вообще никогда. Теперь должна быть другая школа. Мы должны сделать так, чтобы детям было интересно. Особенно это касается старших классов. Я хочу, чтобы если ребенок шел в медицинский институт, чтобы он занимался не с репетиторами. То есть вы говорите о профильном обучении. Обязательно. О профильном обучении. Только так вижу. Давайте теперь послушаем министра, что он, кстати говоря, по этому поводу думает, потому что о профильном обучении говорят давно и говорят очень многие. Я абсолютно поддерживаю эту идею. Профильное обучение было в Абхазии, как вы знаете, в один период, но сейчас у нас его, к сожалению, нет, и мы хотим возобновить эту возможность для детей, в первую очередь, выбрать направление после 9 класса, да, когда человек уже более-менее осознанный, он может сделать, да, выбор в плане своей профессии, ему нужно в этом, конечно, помочь. Должен быть и психолог, и классный руководитель, который ему подскажет, что у него математические способности, или он больше гуманитарий. И на этом рубеже он будет уже более замотивирован, да? Он будет с радостью, с удовольствием посещать уроки, которые ему действительно будут нужны, да, в дальнейшей жизни. Я абсолютно эту идею поддерживаю и хочу ее реализовать, соответственно, с коллегами. Коллеги тоже меня поддерживают, поэтому я надеюсь, мы в ближайшее время, там, в новом учебном году,
этот вопрос да, поставим, соответственно, чтобы он был реализован. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Конечно, нужно будет перестроить наши учебные программы, подготовить педагогов и так Вы далее. И так далее. говорили с учителями, вы это обсуждаете? Конечно, как же. Ну вот Лидия Николаевна, да, вот только что озвучила. Мы внутри министерства с специалистами это уже не раз поднимали этот вопрос. Соответственно, это нужно. Конечно же, в современном мире, да, когда ребенок получает вот уже специализированные знания, ему легче дальше. И в школе, и в университете. То есть при поступлении в ВУЗ, да, он будет более подготовлен. Как правильно сказала Лидия Николаевна, не нужно будет, да, много репетиторов. То есть школа уже даст знания, которые ему позволят да. поступить в высшее учебное заведение. Очень интересно, вот те, которые как-то не воспринимали профильное обучение, какие у них были аргументы, Ирина Константиновна, я не помню, какие. Насчет аргументов я не помню. Да. Это знаете, в чем дело? Мне кажется, там был вот Лидия Николаевна, вот школьная практика, видимо, больше знает. Вот это вот психологический фактор, да. Вот класс, мы вот не меняем ситуации, какие-то педагогические учебные ситуации, это наш минус, кстати. Как пришел ребенок в первый класс, как посадили рядом с кем-то, вот меня посадили рядом с вами, я иду вот до 11 класса так. Ни в коем случае так нельзя, потому что школа — это прежде всего подготовка ребенка к социализации в будущей жизни. Ребенок должен оказываться в течение учебного времени в разные ситуации, даже моделирует какие-то жизненные ситуации, да, перемещают, там, пересаживают и так далее и тому подобное. И вот класс, когда им говорят, что вы вот будете, ну, там же у нас еще существует, Естественно, я момент, извиняюсь, но Ирина я Константиновна, не буду никого шокировать, есть такие пафосные классы, да, какие-то ну, типа вот этот класс, вот там такой, и вот когда им говорят, что вы будем разбивать, да, классы на другие, вот уже там уже не, как это сказать, не голова включается, а больше сердце включается, там и родители, Эмоции. там и эмоции, там и привязанность детей друг к другу, и там еще один фактор немаловажный, они не рассчитывают на то, что школа им предоставит тот уровень, тот объем знаний, на который они рассчитывают, да, вот как и при поступлении, они же, у них еще в мыслях они держат, что все равно будут заниматься с репетиторами, да, вот это естественно. Это если, вообще параллельное да, обучение это очень, идет. Параллельное да, обучение вот параллельно идет, идет, да, и потому это очень важно, что сейчас министр об этом говорит, это очень важно, да, нужно вот, мы должны к этому идти на самом деле. Вообще учебные, вообще во всем мире тоже так. Программа учебная по всем предметам завершается в 9 классе. 10 и 11 оставляются базовые, базовые, да, вот какие-то, а все остальное на выбор. Вот он идет нацелен на медицинский, на исторический, на математику. На экономический, Да, ради Бога. неважно. И это и престиж для самой школы, и для самого педагога. Педагог будет заинтересован в том, что у него эти были ученики. Может быть, я сейчас это только свою мысль озвучиваю, естественно, ни с кем это не обговаривала, давно эта идея. Вот в старших классах мы знаем, да, какие финансовые затраты, подготовка с репетиторами. Я на самом деле разрешила быть законом, конечно, чтобы вот те учителя, которые будут набирать для поступления, потому что ученик уже, родители приходят к этому педагогу, школа договаривается, да, это должно быть открыто. Финансово, вот как-то вот они должны быть тоже задействованы, ну как бы включены. Ну это и есть, Ирина Константиновна. Нет, если мы будем это говорить, вот, допустим, я репетиторством занимаюсь, но я не буду, вот я вот беру этих учеников в 10 классе, в 11, целенаправленно занимаюсь подготовкой. Естественно, там устанавливается график посещения, там не должно быть, мы вообще вот это формат для 10-11, они уже взрослые, они уже другие, мы же готовим их к социализации, к взрослой жизни, к ответственности. Как в первый класс, что именно приходит в класс и 11-классник, они разные ситуации, там восприятие, как первоклассник воспринимает школу, 11-классник уже не воспринимает, понятно же, больше самостоятельности, ответственности за те уроки, которые он уже самостоятельно решил выбрать. И вот договоренность с педагогами, со школой.
Вот это, я думаю, один из Хорошо, но вот таких, какие минусы вот еще вот ну, риски видели? могут быть, Да, это да. должны быть все вовлечены, это то, Вот что... я, можно отвечу на да. реплику Ирины Константиновны? Значит, у нас тоже, естественно, возникала такая проблема, когда родители не хотят деления класса в 10 классе, Да. вот они привыкли к определенному ученическому коллективу, и они хотят в этом коллективе продолжать дальше учебу. Мы вот это преодолели. Ой, молодцы. Я вам расскажу, как. В начале 9 класса мы собираем родительское собрание. И я озадачиваю родителей, что мы будем профильно. Я не говорю, можно открыть или нельзя. Мы озадачиваем. У нас будет профильное обучение. Мы готовы вам предоставить следующие профили. У нас есть специалисты математико-экономический профиль, у нас есть специалисты биолого-химические, у нас есть специалисты гуманитарные. Те дети, которые еще не определились и не знают, что они хотят, у нас есть класс общего профиля, где проходят все предметы в полном объеме, как это принято в классической школе. Чтобы вы понимали, если в обычной классической школе биологии 2 часа и даже 1 час в каком-то из старших классов, то в химическом классе ее уже 4-5 часов. То же самое с химией. И я объясняю родителям, вам не нужно нанимать репетитора. Вы 2 года вместо 2 часов занимаетесь 4-5. У вас каждый день биология, химия. Ваш ребенок будет А подготовленный. насколько школа располагает нужными ресурсами? Это и классы, и, наверное, кабинеты. Вот у нас проблема встала с классными Финансирование не комнатами. меняется? Финансирование меняется. В таких классах педагог получает другую ставку. Он Я получает, вовлекла бы туда и он родителей финансово, получает пусть по поддерживают. повышенной ставке. И в чем у меня 6-я школа, мы находимся, вы знаете, территориально на окраине города, и у меня классы не такие многочисленные. И вот почему нас и прикрыли в свое время, что получалось, что, скажем, тот же медико-биологический класс всего 6 человек захотели. За 6 человек мне не открыли финансовый класс. Могу с честью сказать, что если вы сегодня, не дай бог, обратитесь в Гулерипский госпиталь, то там 80% наши ученики. И это ученики с этого класса. Наши ученики, которые экономическо-математический класс закончили, 100% в первый год поступали на экономический факультет, а по предмету экономика, который мы ввели, которого не было нигде в школах Абхазии, ниже 4 отметки не было. Ну, этот успешный Кроме опыт этого, нужно мы тиражировать. ввели информатику с 9 класса. Но просим, Инал Соломонович, ввести информатику со 2-го. Хотя бы с 7-го. Мы предлагали нашему начальству, я возглавляю методообъединение еще и завучи города, мы предлагали, чтобы учителей информатики посадили на ставку. Потому что очень мало часов Скажите, информатики. по информатике, информатика начинается вообще в каких классах? 10. 10 класс, 11 И класс, всё. а сколько По часов? одному. По 1 часу. То есть Очень мало. Это время ничего. убежало вперед, Это а ничего. мы ввели с ну, 9 абсолютно, класса. да. Тоже это очень Просто. мало. Это очень мало. Сегодня, когда мы весь мир цифровой, и говорить об 1 часе информатики, извините, это немножко несерьезно. Но учитель, молодой человек, заканчивающий АГУ, сегодня прийти в школу на 1-2 часа и получать копейки не будет. На самом деле мир изменился, а информатика пока еще в школе, скажем так, не вошла в нашу жизнь и вообще не стала важной частью нашего образования, обучения. И не только, кстати говоря, информатика. Насколько я осведомлена, я знаю, что очень плохая ситуация с черчением, не очень хорошая ситуация с физикой, плохая ситуация с химией. И начинаешь думать, кого мы готовим. В конечном итоге получается, что страна готовит экономистов и юристов. Ну вот почти год как бы работаете министром, чуть меньше, наверное, да? Меньше года, меньше года, да. Вот за это время вам удалось сказать или же понять для себя, с какой системой общеобразовательной мы имеем дело?
Это что за система? Я, правда, не понимаю. Постсоветская, советская. Что это за система? Правильно вы отметили, что действительно вот это межвременье, постсоветский период, да, и вот наши дни, как сказать, наложили отпечаток на систему образования. Мы не можем дать ей характеристику. Вроде бы и есть традиционное направление, да, советская школа, и мы пытаемся внедрить что-то новое, подходы, да. Вот мы провели уже 2 международные конференции на эту тему. Изучаем, соответственно, опыт других стран, других коллег России в том числе, и хотим модернизировать, да, самое лучшее, что есть в мире, применить в Абхазии. Поэтому я не могу сказать, что мы чего-то уже добились в плане, вот мы можем сказать, вот эта система, там, не знаю, чистая абхазская, или это наша модель. Модели пока нету. Она и устарела, и пока не модернизировалась. То есть мы на перепутье, да, вот, то есть становление, может быть, даже и кризис в каком-то плане. Ситуация не самая лучшая, если говорить откровенно. Но- Скажите, вот, насколько я знаю, законопроект есть, Да, законопроект, закон об ему уже несколько образовании. лет, Вы да. работаете с Да, этим да, законопроектом? совсем недавно тоже был эфир на телевидении. Вот Ада Алексеевна Кварчели рассказывала о нашем, да, соответственно, в этом плане в нашей работе создана рабочая группа, вот, чтобы внести поправки в этот проект. И дальнейшая работа, конечно, надеюсь, приведет к результатам уже. Вот какие бы проблемы самые большие, я понимаю, что мы их обсуждать сегодня не будем. У нас будет много возможностей для того, чтобы конкретно, да, каждую проблему потом уже озвучивать, обсуждать, вместе, может быть, осмысливать. Еще какие большие проблемы вот есть у нашего Еще образования? я хотел бы Да. отметить, Ирина Шотовна, то, что вот уже коллеги отметили, да, выше сказали, чему мы хотели бы научить, да, каким основным моментом детей. Мне кажется, это способность мыслить. Вот Лолита Николаевна уже сказала, что есть проблема, да. Дети забывают, как читать правильно из-за телефонов, да, гаджетов, слушая аудиокниги. И перестают, да, мыслить самостоятельно, скачивая готовые сочинения. Вот эта проблема, мне кажется, одна из главнейших. Цель образования уже, не воспитания, это научить человека мыслить. Если мы его научим учиться, он дальше сможет сам плыть по реке жизни. И вот эта задача пока нами решается достаточно плохо. Я тоже это вижу, общаюсь Ну, от с чего зависит старшеклассниками. решение этой проблемы, вот От в чего зависит? частности, От да? подхода. От подхода каждого педагога в своем классе. Мы вот недавно изучали, соответственно, опыт Сингапура, в частности, и там, соответственно, урок организован совсем по-другому. Они делят класс на подгруппы, на команды и начинают обсуждать тему урока или задания между собой. То есть нету ребенка, который не вовлечен в учебный процесс. То есть каждый высказывается, друг с другом они общаются, какое-то решение выносят на обсуждение дальнейшее с учителем. То есть это другой подход в работе. Нету вот этого неравенства. Учитель как эксперт и ребенок, да, который ничего не знает и поглощает просто знания. Учитель становится таким модератором, да, который ведет этот процесс познания. Да, не просто передает информацию, а вместе с ними открывает новые миры, да, новые сферы в том или ином предмете. Вот этот подход, мне кажется, он современный, он действительно нужен нашим детям, которые, да, вот, хотят учиться, которые могут учиться, у них потенциал, он безграничный, нам надо просто его раскрыть, да, при помощи педагога, который вот этот потенциал он будет раскрывать. Ну, я хочу добавить еще очень большую проблему. Это кадровая. Это да, конечно. Это огромная проблема, Ирина Шотовна. Вот Россию считают старой страной в этом смысле, в плане кадров. А вот у нас есть вот такая проблема Очень есть. поколений, да? Да, вот я вам скажу. У нас 760 преподавателей по городу, из них около 200 60+. В этом году Сухум взял на работу 50 молодых преподавателей. Это очень хорошо. Я очень люблю молодых преподавателей. Но вы уже отметили те предметы, которые у нас, даже математика у нас проблема. У нас нет кадров. Кадров нету, да. Нам надо
Даже не знаю, что делать. Там еще один момент, вот то, что говорит Минал Соломонович, да, вот новые подходы, личностно-ориентированное образование. Наши учителя молодые, да, вот они не подготовлены совершенно в этом смысле. Вот такое педагогическое, методическое сопровождение учеников, о чем мы говорим, личностно-ориентированное, новое, что сделать учебу интересно. Если современный молодой учитель, мы же говорим о цифровых технологиях, да, мы говорим как при возрасте, извините, пожалуйста, речь не причина в том, что вот он старый преподаватель или молодой. И молодые не владеют и не пользуются этими возможностями колоссальными. Критикуют все, допустим, вот систему, даже, извините, официальное лицо, он открытым текстом говорит, что кризисное состояние. Это так и есть, зачем скрывать? Естественно, надо иметь смелость говорить и видеть эту правду. Да? У нас нет центра вот такого серьезной подготовки учителя. Должен быть какой-то центр без вот этого... Институт да, совершенствования ну, учителей. институт, Да. да, вот это надо как-то реанимировать, тоже Да. вопрос. Но в институте совершенствования, вот, допустим, моя мама была учительницей, она туда через каждые 5 лет вызывали, она как бы усовершенствовалась. Но она, когда была выпускником университета, вот сейчас университет опять обидится на меня, к сожалению, Ну, они да, обижаются, что ты когда я хочешь сказать? говорю, к сожалению, я мочку примем, зимнего алот, к сожалению, мало часов. Вот, допустим, я никогда и нигде не позволяла себе сказать, Мало что часов? университет не готовит, допустим, историков, да? Вот вы работаете на этом факультете, замечательные, теоретически подготовленные. Может, не 100%, но чьи уроки я посещала, глубокие. Ну, а как ты поднести этот материал, да, вот это, охучишь знак эту. Вот о чем идет. Значит, должна быть кафедры, вот эти методики преподавания всех этих дисциплин, если мы хотим иметь учителя, а не общего профиля, там, допустим, специалиста, филолога, историка, физика, химика. У меня вот в моей практике школьной был такой учитель замечательный, физик, который вот на 5, как на красный диплом, но никакой он не был учитель физики. Понимаете, вот в чем дело. Он может быть блестящим. Вот мы уже сегодня упомянули эти практики успешные, образовательные. Вот тот же самый сингапурский, да, ты можешь быть 10 раз академиком без вот этого вот подтверждения, да, что ты окончил хотя бы 2 года. Вот эту подготовку не прошел именно как учителя. Никакая школа. А я Шамиль Значит, наша основная задача поднимать статус вот сейчас учителя. читаю одну замечательную книгу, она такая большая, мне очень сложно, «Видимое обучение» называется, это австралийского ученого. Потом, когда я прочту, может быть, какой-то семинар с нашими учителями тоже проведу. Вот этот человек, 80 тысяч, исследовательский материал, 80, и по барометру, как-то он сделал такую форму, распределил, какие факторы влияют на качество образования. Главное, не учебники, не учебные программы, не школа, не здание, учитель. Конечно. Главный только учитель. Очень для нас остро стоит задача переквалификации педагогов. То есть, как уже правильно Ирина Константиновна отметила, с кем мы, да, работаем сегодня, да, это, конечно же, педагоги с большим стажем, с опытом работы, да, в коллективе, в школе, в детском саду или в университете. Но время идет вперед, и, соответственно, нам надо им помочь, да, все эти методики, практики переосмыслить, добавить что-то новое. И даже молодежь, как правильно вы уже сказали, и они тоже пока не подготовлены. И вот эта идея института, да, повышения квалификации там, или переквалификации, как угодно назовите, она действительно необходима. Да. Жизненно необходима для реформирования нашей системы образования. То есть все, как вы правильно уже опять же сказали, начинается с учителя. Реформа начнется с его мышления, с его подхода, с его поведения в классе. Никакой закон об образовании нас не спасет, пока мы не заложим, да, не дадим новое образование нашим педагогам. Вот это действительно самый сложный вопрос, который будет требовать и финансирования, и большого количества времени. Вот чем выше мы поднимем статус педагога, тем больше у нас будет желающих стать педагогами, Конечно. и тем будет больше отдача этих педагогов, и мы увидим это на своих Да. детях. Статус в чем выражается? Это и фонд заработной платы. Ну, это и внимание. в том числе тоже. Да, мы за мы заработную плату не мы работаем. занижаем, на самом деле, Лариса ценность. Николаевна,
в этом тоже В этом правильно тоже, говорите. да, Нет, как бы и в этом мотивация. обязательно Это мотивация. Почему не идут молодые? Вы же я сказали, что? Да, за мизерную зарплату За никто не мизерную трогал. зарплату не идут. Но кроме Информатику этого, Да, преподавать. почему финская система лучше? Лучшие ученики вузовские идут туда, по такая высокая. в образование. У нас кто идет? Далеко не Не лучшие. лучшие. А Так, там да. идут лучшие в образование. Вот нам бы так Вот, сделать. да, А я папа, он это царь мечтаю об Ну, этом. иногда идут и лучшие. Кстати говоря, Нет, я- По многие призванию. выпускники исторического факультета идут в школу. И, кстати говоря, нелегко сегодня устроиться в школу. Это тоже Абсолютно, проблема. да. Моё Найти глубокое работу в школе убеждение, что очень... в школе остается только тот, кто любит свою работу и любит своих детей. Да. Не только личных, но и школьных. Да. Человек, который не любит детей, он никогда не будет даже посредственным педагогом. Он будет так себе. Я, можно скажу, что вот, конечно, не учитывать опыт чужой, не свой, международный, других стран и так далее, в любой сфере, в любой работе, отрасли, наверное, необходимо. Но в то же время, вот я вот уже, знаете, за все эти годы настолько устала от этих отсылок, что если раньше я тоже часто упоминала Ли Куан Ю и многих-многих других товарищей, очень известных, больших, великих реформаторов и так далее, ссылаемся все время, значит, на их опыт в плане экономического развития, на реформы Эстонии, иногда робко, но и на реформы Саакашвили и так далее. Но мне кажется, что мы остаемся вот на этой ступени. Мы дальше не идем, потому что мы же понимаем, что сингапурцы – это все равно другой народ. Скажем так, другой менталитет, абсолютно другие люди. И численность населения другая. На маленьком клочке они создали вот такой, скажем, рай. Но мы должны понимать, что мы другие, у нас другие традиции, другой менталитет, может быть, у нас какой-то другой свой национальный код и так далее. Поэтому, когда же мы еще на одну ступеньку поднимемся и поймем, что нам надо хотя бы добиться половины того, чего они добились, но мы не в их шубе, не в их костюме, мы вышли из себя. Мы должны вот у нас же, мы же накапливаем опыт. Почему мы не можем никак родить модель ни в чем? Ни в экономике, ни в образовании, ни в здравоохранении. Везде у нас кризис. Почему? Потому что мы не можем найти себя. Мы все время хотим через них увидеть себя. Может быть, мы попытаемся через себя увидеть их. Я хочу обратиться к Ирине Константиновне. Она давно возглавляет этот очень важный институт. Конечно, если параллельно еще работал в Институт усовершенствования учителей, в котором я когда-то, будучи молодой, работала. Чем вы занимаетесь? Ну, коротко, я думаю, что Ирина меня поймет, о чем я говорю. Что вы можете и чего вы не можете в вашей ситуации дать нашему образовательному полю? Чего вы вот лично как руководитель, человек очень просвещенный, образованный, хотели бы дать, но не можете дать, как институт, я имею в виду? Момент такой, вот ваш посыл в поисках себя, да, конечно, колоссальное значение имеет система образования и вот эти национальные ценности, государственный интерес, это понятно. Просто один пример, прежде чем перейти к институту. У нас была одна поездка 3 года примерно, 3 года тому назад в Сенегал, в африканстве. Это вообще сама поездка, да, в знакомство с Африкой, это тоже большие впечатления эмоциональные. По сей день мы вспоминаем эту поездку. Конференция была посвящена сохранению, развитию коренных языков. Да? Вот, прекрасно понимаете возможности, ресурсы континента, да, Африки. Народы, которые примерно в середине 20 века, в принципе, все народы там получили независимость.
Они жили вот в колониальной зависимости Великобритании и Франции. Так вот, почему была актуальна эта повестка? По прошествии стольких лет эти языки национальные, они не стали государственными языками всех же тех же вот этих стран африканских. Мы имеем в виду не арабские страны, а именно вот Айкоджик, да, Сенегала. И вот выступал, много было экспертов, 30 стран. Вот выступал бывший министр вот этой страны, и он сказал, мы, говорит, с большим ресурсом, опять-таки говорю, извините, на берегу Атлантического океана, при порт Мацарала можно жить припеваючи. Люди практически живут, этот Сенегал считается более развитой страной, но я не имею в виду мне Южная Африка, вот это ЮАР-Хайоа, потому что там понятно. А вот из всех африканских стран, оказывается, Сенегал, если Сенегал развитая страна, то, простите, тротуара, коробка, топ. А такие двухметровые, физически очень такие развитые. тоже миллионы людей бездомных. Да, но там Индия в любом случае более развивается. Так к чему вот этот министр что сказал? Мы, говорит, когда получили независимость, говорит, не с того начали. Мы начали с экономики, мы начали с недвижимости. Мы вот как будто человек по нашей методичке разговаривает, да, по нашей ситуации. Если мы обратили бы, говорит, внимание именно на систему образования, если мы обратили бы внимание именно на язык, говорит, на язык, и сделали бы его учебным языком нашего обучения, да, языком обучения, у нас сегодня были, говорит, другие достижения. Мы сейчас, говорит, по-другому, говорит, разговаривали. А мы остались на этом уровне, говорит, на уровне нищеты, и ни экономики нету, ни недвижимости нету, как говорится, и ни языка, и ни образования. Вот это очень колоссальный опыт вот этой информации, которую мы по сей день осмысливаем. Наша ситуация. Наша об институте, ситуация. два слова, Вот об пожалуйста. институте. Да. Мы конкретно занимаемся, естественно, наша прямая задача – это разработка учебников национальных. Мы хотим, чтобы все, естественно, так как мы сегодня ведем национальный блок, да, национальный компонент, наша вообще задача, она должна, это стратегическое значение имеет учебники, то все учебники должны быть в перспективе, они должны быть национальными, отечественными. То те же самые учебники по математике. Я не говорю, что формула, естественно, это не мы, они же, естественно, знания не универсальные, но существует в России это очень, к этому придается значение значительное, национальный, региональный компонент, да, знание местности. Мы учим биологии, а наши дети не знают флору и фауну Абхазии. Вот вы говорили о городе, вы говорили, что знаком региональный, местный компонент. Мы сегодня проходим вот предмет, школьный предмет история, прекрасно знаете. У нас состоит из 3 курсов учебных: история Абхазии, Россия, зарубежная история. Слушайте, простите, 80% мы учебный текст имеем с чужих учебников. Если по времени возьмем, по учебному времени, 20% это только материал местный. Социализация ребенка происходит на чужих текстах, на чужих эмоциях. Вы понимаете, на чужие символы. Все должно быть, и учебники по русскому языку тоже должны. Там должен быть национальный колорит, национальный компонент во всех учебниках. Вот какое имеет значение учебники. Кто-то может думать, даже мне напрямую говорят, зачем вы пишете эти все учебники, допустим, даже по... А какие у вас возможности? Возможности Хорошо, проблема очень, ясна. да, хорошо, что вы задаете вопрос. Ограниченные Я вам очень, скажу да. одной фразой. Я не беру этот год, он сложный, ковидный, тяжелый. Это мы тут в ограниченных средствах. Вот исключая этот год, за предыдущие 6 лет институт не финансирует. Даже канцелярскую бумагу я не покупаю. Мы ни разу не купили. Я говорила, он знает, наш министр. Потому что не финансирует. Ну, я не знаю, или деньги, или там какие-то другие эмоции. Но можно вот так, когда я один раз этот вопрос поднимала, там в то время очень много менялось премьер-министров. Один из премьер-министров очень обиделся. На следующий день прислали ко мне в институт ревизию. С большим уважением отношусь
с нынешним премьер-министром. Я надеюсь, что он этого не сделает. Мы сейчас даже в этом году совсем другая ситуация. Но ты не в черном списке контрольной палаты. Нет, Слава Богу. контрольная палата, как я могу быть в черном списке, когда не финансируется и не трачу, как говорится, может быть, и была бы в черном списке. Просто очень Нет, очень много людей в конечно, черном списке мы сейчас организаций. сами по себе, конечно, мы тоже ощущаем, что есть это тот же самый кризис и кадровый. Вот кто должен составлять учебник, да? Вот представьте себе, составитель учебника, с одной стороны, должен быть очень глубоко подготовлен теоретически, ну, извините, да, не имея знания, не напишешь учебник. При этом он должен быть еще и методистом. Вот, не быть методистами, не напишешь тоже учебник. Вот, или у нас в лучшем случае есть авторские коллективы в сочетании и ученых, просто теоретиков, в сочетании наших методистов. Но мы тоже нуждаемся и в стажировке, нуждаемся в командировках, нуждаемся и в материально-техническое обеспечение. Но за этот год мы все ничего не будем говорить, мы молчим. Но на будущее хотим тоже написать целый перспективный план помощи. Но рассчитываем на поддержку. Я надеюсь, что хоть канцтовары мы уж точно получим. Это, думаю, даже, естественно, не обсуждается. При вас они получали канцтовары? Нет, это в этом году, да, я имею в виду. У меня нет такой информации точно. Нет, в этом году все было нормально. Скажите, ваша жизнь, ваш уровень жизни, я имею в виду уровень жизни вашего института немножко изменился или говорите в том плане, правду? что вот за тот год прошлый была увеличена зарплата, кстати, вот 40, да, ей научная. Просто тот момент такой, это не зависит ни от министра, и даже от министра финансов я ходила, но это была как бы предыдущая как бы задумка. Сейчас когда мои коллеги услышат, что вам повысили, а нам нет, они сойдут с ума. Вот повышение в рамках вот научных сотрудников. Почему-то туда не были включены ни директор, я сейчас не за себя, но завотделы. Получается, что завотделы и директор, да, не научные, оказывается, работники. Это какой-то клиент в каком-то ведомстве так решил. Это, да, ей устроил, и мне объяснили, мы сейчас рассчитываем, да. Но, конечно, опять-таки, институт нуждается, он должен быть современным тоже, да, и в оборудовании должны быть и ремонт. Ну, это будущее. Кадры, двух словах кадры, что опять-таки, та же да. самая проблема. Если в школе не будет хорошего учителя, как он может стать методистом, как мы можем? Мы приглашаем тоже вот хороших выпускников вуза. Вот у нас же сотрудники работают, они же ведут своих тоже студентов, выпускники замечательно. Но опыта работы как педагога, мы их там как бы вот молодые, у нас как бы стажировку проходят. Мы вот вместе с опытными нашими методистами сейчас вот ведут несколько хотя бы методические линии. Это вот идет в процессе самой работы повышения их компетентности. В плане уже практических действий предложить всем, кто нас слышит, из педагогов, мы совсем скоро хотим организовать семинар с одним из участников нашей международной конференции. На 2 конференциях у нас выступала Татьяна Долгоненко с очень большим опытом педагогическим, методическим. Она ведет в разных странах семинары, и мы ее пригласили. Она с удовольствием откликнулась, пошла на уступки, на наши условия. И мы приглашаем замотивированных педагогов повысить свою квалификацию. Мы сейчас делаем отбор, вот, и самых замотивированных, порядка 20 человек, я думаю, что мы отберем. Настолько цивилизация пошла вперед в плане там, инноваций, технологий и так далее, мы какие-то не очень, может быть, глобальные кадровые проблемы не можем решить. Мне кажется, что вот есть такой афоризм хороший, когда нет выхода, ищут вход. Мы никак этот вход не можем найти. Еще я хотела бы обратить внимание всех, кто нас слушает, и министра, и педагогов, и так далее. Я думаю, что вы без меня над этим очень много думаете, но в последнее время я как-то острее начала ощущать эту проблему. Вот из-за того, что у нас вот такая проблема с преподаванием естественных наук, точных наук, очень большая проблема с подготовкой технических кадров.
так далеко мы не уйдем, пока у нас не будут технические кадры серьезные, которые будут опорой развития этой страны. Если в наших школах эти предметы преподаются слабо и так далее, или вовсе не преподаются, ну скажите, у нас нет технического университета или технологического, как сейчас называют, раньше политехнический, помните, филиал какой-то был здесь в Сухуми. Если мы не можем здесь готовить своих детей, но в последнее время я вообще уже склонна думать, что мы должны здесь открывать технические специальности, другого выхода у нас нет. Мы посылаем детей учиться, но чтобы вы знали, я с этим столкнулась, и я уже поняла, что нашим детям при отсутствии многих предметов в школе обучаться по целевому назначению, на лимитной основе, на бюджетной основе и так далее в России очень тяжело. Никто там не делает тебе скидку, что ты пришел из страны, где была война, где еще разруха, где еще школа не до конца восстановлена и так далее. Поэтому мне кажется, что мы должны свои кадры начать выращивать здесь. Я понимаю, что не по всем специальностям, но по целому ряду специальностей, которые необходимы для развития нашей страны, мы должны были это начать вчера еще, наверное, позавчера. Но почему-то время на раскачку, мы должны понимать, что этого времени на раскачку уже нет. Мне кажется, что вы, педагоги, институт педагогики, я не знаю еще какие подведомственные там у вас еще есть организации, у Министерства просвещения, вы, конечно, должны общаться очень тесно. Мне кажется, что на самом деле вы совместно должны работать 24 часа. Это я не говорю как бы сверху и так далее, просто я не знаю, как бы человек не совсем со стороны, человек, который имеет прямое отношение к образованию, но к высшему образованию и так далее. Мне кажется, что это очень важно, когда работа слажена, понимаете? Потому что никто нам тоже теперь уже скидок делать не будет, потому что общество устало, народ устал, страна устала и так далее. Понимаете, каждый день каких-то перемен все равно люди ждут. Если я буду сидеть здесь на телевидении и говорить, что вы знаете, у меня денег нет даже для того, чтобы эти столы приобрести. Их у нас на самом деле не было. У нас нет элементарных вещей. У меня эта петличка микрофон сейчас может остановиться, звук не записаться и так далее. Вы понимаете, мы не можем делать все эти передачи, которые вы от нас требуете и так далее. Да никто меня не поймет. Стартовые какие-то. Пока еще большое количество людей в этом коллективе работает на энтузиазме. У нас оператор работает целый день и за сюжет получает 200 рублей, я вам должна сказать. А требования от абхазского телевидения очень высокие, кстати говоря. И поэтому требования и к нам, и к вам очень высокие, и это правильно. Сегодня я отправила корреспондента в 10-ю школу и во 2-ю школу. Они тут рядом, недалеко. Она этот опрос, блиц такой опрос, проводила прямо во дворе. Только дети, да? Да, во дворе. Сейчас я хочу у вас спросить, все-таки вы эти обе школы знаете. Как вы думаете, приблизительно с чем мог корреспондент столкнуться в этих школах? Отвечая на вопросы по литературе, по тому, что нравится, не нравится из предметов и так далее. Какой уровень практически там может наблюдаться? Там в самом начале нашей передачи я говорила о том, что есть ребята, очень многие в старших классах, которые бегло не читают до сих пор, потому что ничего не читают. Или же недавно на районе мы столкнулись с тем, что очень многие подростки, которые собрались на мероприятие, посвященное войне и так далее, просто мы им на камеру не записывали, мы узнали от них, что они не знают, когда началась война, и мы были в шоке. И потому я так начала сегодня свое вступительное слово. Как вы думаете, я с такой ситуацией столкнулась сегодня во 2-й школе и в 10-й? Или там ребята, я не знаю, наверное, 8-й класс, 9-й класс, 8-9. Да. Я думаю, что это хорошая школа. Столичные, они должны показать более-менее хороший уровень. Сейчас посмотрим, если покажут. Там не было казусов
Нет, То есть, казусы У меня будут, прогнозы конечно. тоже Во всех хорошие. школах казусы Хорошие, будут, но прогнозы это не без хорошие, да. этого. Ира, Может быть, Но это какие-то хорошие там... дети. У нас вообще хорошие Да, дети. я тоже. Вот я в 10 школе работала, У нас я хорошие знаю дети. этот педколлектив, с большим уважением к ним отношусь. Я уверена, что там хорошие показатели, но может быть какой-то казус. Ирина Шутовна, я знаете, как всегда Вторую говорю, школу тоже дети уважаю. у нас очень хорошие. Дети хорошие везде. очень, да. ну реально. вот как Вот это. рассуждают педагоги. Видите, небольшая зарисовка или видеоопрос, который мы сделали сегодня. Апандемия амтыз аҩнышә аныҟаз ашәҟәқәа шәрыԥхьозма? Аиеи, Иарбан шәҟәы аҵыхәтәаны шәзыԥхьаз? аурыс шәҟәуп, сидиать иахьӡуп. Сара саԥхьон Иоакоӷониа и прозатә рҿиамҭақәа. Достоевский, преступление и наказание. Иугәаԥхама? Аиеи. Аҵыхәтәаны саԥхьеит аԥҳәыс лыпату. Бара иаҳа бзыԥхьо, иаҳа анырцәтәи литератураку, мамзаргьы аԥсуа литератураку? Аԥсуа литература. Какую книгу последний раз читали в период пандемии? Никакую. Последнюю книгу я читала «Путешествие с лососем». Это приключенческая, более юмористическая книга. «Вокруг света за 80 дней», «50 тысяч лет под водой». Да, очень интересные книги, да. «Война и мир». Да. Все. Больше Всё, ничего. больше Да. ничего. Какие произведения тебе нравятся? Ну, я из школьной литературы вообще. Да. Наверное, «Герой нашего времени», думаю. Любишь читать зарубежную литературу? Да. А что ты читаешь, что уже прочитала? Много чего. Но я больше не классику читаю, а современную. Абхазскую литературу читаешь? Нет, я не очень, да. Иарбан матару иаҳа иугәаԥхо? Аԥсуа бызшәеи литературеи. Иарбан иугәамԥхо? Мамзаргьы иуцәуадаҩу? Алгебра, математика, хәыҷык исцәуадаҩуп. Зегь реиҳа изгәаԥхоит аҭоурых, хәыҷык исцәыцәгьоу афизика. Иарбан ибцәыцәгьоу? Сара аԥсуа литературеи, аурыс литературеи еиҳа изгәаԥхоит. Иугәамԥхо, мамзаргьы иуцәыцәгьоу ҳәа акрыҟоума? Аурыс бызшәа еиҳа бзиа избаӡом. Иарбан маҭәару иаҳа ибгәаԥхо? Химия. Иарбан иаҳа ибцәыцәгьоу? Геометрия. Какой предмет вы любите больше? Биология. А какой вам не нравится или дается тяжело? Никакой. Думаю, биологию. А какой тебе не нравится или дается тяжело? Физика. Нанҳәамза жәиԥшь зқьышәиԥшьни жәҩа шықәсазы иҟалаз ахҭыс удырума? Издыруеит. Иҟалеи? Аибашьра хҭысуп иара, ишԥасҳәари? Схашҭит уажәы. Ароман Цынҵәарах зҩыза удырума? Баграт. Ацынҵәарах Баграт Васил Пащенко. Уаԥхьахьоума уара убри ашәҟәы? Смакьана сымыԥхьаӡац, аха ақәыргыламҭа ҳахәаԥшхьеит аԥсуа драматә театр аҟны. Спектакльқәа урызҿлымҳам, ахәаԥшра бзиа убома? Ааидаара бзиа избоит, зны-зынла аамҭа ансымоу сцалоит аԥсуа драматә театр ахь, аурыс драматә театр ахь. Апандемиа аамҭазы аҩны уаныҟаз уаамҭа шԥаухугоз? Ҳарҵаҩцәа ҳарҭоз адҵақәа насыгӡон, срыԥхьон ашәҟәқәа зны-зынла. Иудыруама уара Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аналагаз? Сқьышәи-ҩынҩажәи акышықәсазы. Аиааира амш Аԥсны? Сентиабр ҩажәаба. Аџьынџьтәылатә еибашьра анбалагеи? Сқьышәи-ԥшьынҩажәи ҩба шықәсазы август жәиԥшь. Жәаҩа. Уара ушԥахәаԥшуеи онлайн аҽазыҟаҵарақәа? Сара исцәуадаҩӡам, аха арҵаҩи-аҵаҩи анеибабо уи даҽакалоуп ишыҟоу, сара сгәаанагара ишыҟоу, убыс ауп, даҽакалаҵароуп, иаҳа ауаа ирзымариоуп хаҭала аҵаҩи арҵаҩи анеибабо. Дырмит Гәлиа иҩымҭақәа ҳакрудырума? Камаҷыҷ, атәым жәҩан аҵаҟа, Аламыс азышәаҳәаҩ ҳәа изышьҭада? Михал Акрба. Уи иҩымҭақәа удырума? Иновелла асас. Иаадырԥшу иара иҩымҭақәа? Иаадырԥшуеит ауаҩы аԥсуаа
рысаскылара, рыламыз, аԥсуара зегьы ишан иааирԥшуеит аԥсуара шыҟоу. Нанҳәамза жәиԥшь, зқьи шәиԥшьи жәҩа шықәсазы иҟалаз ахҭыс бдырума? Ай, иалагеит аибашьра. Иарбан еибашьроу? Аԥсуаа қырҭуа еибашьра. Роман ацынҵәарах зыҩыз дыбдырума? Баграченко иҩымҭа. Бара онлайн аҽазыҟаҵарақәа бышԥарыхәаԥшуеи? Аиашара азыҳәан онлайн аҽазыҟаҵара усҟак аефект амоуп ҳәа сыҟаӡам. Арҵаҩы дубаны уаниацәажәо иаҳа ахәыҷы деиликаауеит, иара арҵаҩгьы ҳәа ахәыҷы иаҳа изаманшәалоуп. Ҳаԥснаџьынҵәалатәи еибашьра аналагаз бдырума? Зқьи ԥшьини жәеҩ шықәсазы август фиԥшь. Аҭоурых бзиа иббома? Аиеи. Нас ибдыруазар Аԥсны асовет мшын ишьақәгылаз? Зқьи жәеи акы шықәсазы. Март Ԥшьбарзаи. Аџьынҵәалатәи еибашьра дуӡӡа анбалагеи? Зқьи акы жәеакызы. Баграченко баҩымҭақәа рҟынтәи ибдыруеи? Ацынҵәарах, Баграченко уаҳа ацынҵәарах еилаҳаны саԥхьеит. Иара узмыԥхьогьы ак акәӡам. Иарбан шәҟәыҩҩы иаҳа бара ибзааигәоу? Дермит Гулиа иҩымҭақәа сгәаԥхоит, ашкол санҭалаз, насгьы аԥҳәыс лыпату, мап саҭамыз, ашкол санҭалаз, Камаҷыҷ, дара исгәаԥханы саԥхьеит. Ажәеинраалақәа рҟынтәи иаҳа ибгәаԥхоит? Ажәеинраалақәа иара Ибдыруама бара агазеҭ Аԥсны анҭыҵыз раԥхьаӡа? Зқьи жәа шықәсазы иҭыҵит агазеҭ Аԥсны. Сара сгәы иаанагоит онлайн аҽазыҟаҵара ҟалар, уи Аԥсны даҽа ступеньках икылнагоит, аха макьана иаҳцәыцәгьоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Лабҿаба арҵаҩы данубо иаҳа еиӷьуп? Аиеи, иаҳа еилукаауеит, илҳәогьы ухшыҩ ахь иҭалоит. Ароман ацынҵәарах зыҩыда? Баграченко. Дермит Гулиа иҩымҭақәа иудыруеи? Камаҷыҷ роман. Ибдыруама бара Аԥсны аџьынҵәалатәи еибашьра аналагаз? Ай, нанҳәа жәиԥшь, зқьи ԥшьини жәеҩ шықәсазы. Аԥсны ахьыԥшымра анбаиуеи? Ахьыԥшымра октиабрь ҩажәифба ҩнызқьи аба шықәсазы. Раԥхьатәи агазеҭ арбану? Аԥсны. Ианбаҭыҵи? Зқьи шәиба. Какое событие произошло 14 августа 1992 года? Начало Великой Отечественной войны. Ой, в Абхазии войны. Начало Отечественной войны народа Абхазии. Кто написал роман «Последний из ушедших»? Когда была установлена советская власть в Абхазии? Не помню. Что было 26 августа в 2008 году? Сейчас скажу. Признали Абхазию, по-моему. Да, Россия признала Абхазию. Ты знаешь, что было 26 августа в 2008 году? Принятие Конституции. Россия признала Абхазию. Россия Да, признала Абхазию. Абхазию. Когда была установлена советская власть в Абхазии? 4 марта. 4 марта 1921 года. Да. Кто написал роман «Последний из ушедших»? Баграт Шинкуба. А какие его произведения ты знаешь еще? Честно говоря, не знаю. Не помню, по крайней мере. Если тебе пришлось бы долго заниматься онлайн, это для тебя нормально или? Нет, очень тяжело заниматься онлайн. Голова начинает болеть. Когда началась Великая Отечественная война? В 1941 году. А когда закончилась? В 42-м, 43-м. В 45-м году. В 45-м году. А когда началась наша война? В 1992 году, закончилась в 1993. День Победы когда отмечают в Абхазии? 30 сентября.
в период пандемии, что вообще, чем ты занималась в период пандемии? В период пандемии я начала учить новый язык, турецкий язык. Усиленно начала учить химию, так как она мне стала вдруг интересной. И занималась онлайн по алгебре, но это уже были школьные занятия. Когда была установлена советская власть в Абхазии? 4 марта. Да. Мгм. Да. Какое событие произошло 14 августа 1992 года? Начало войны нашей, Отечественной Абхазии. А когда началась Великая Отечественная война? Великой Отечественной в 1941. Кто написал роман «Последний из ушедших»? Баграт Шумба. Что было ожидаемо, а что вас поразило? В 2 словах, пожалуйста, министру слово. Ну, ожиданий у меня не было, мне было интересно. Потому что дети разные, нельзя по нескольким людям судить, да, там, о целом классе даже. Просто было интересно наблюдение. И мне кажется, вы правильно сделали для этой программы. Хороший ход. Спасибо большое, Лариса Николаевна. Я получила огромное удовольствие, как я и говорила, у нас чудесные дети, но почему-то они не любят алгебру, геометрию, это мне обидно. Спасибо. Историю хотелось бы лучше, чтобы знали наши дети. Это действительно обидно. Да. Ну, я думаю, тут такой фактор психологический. Когда вот так микрофон, камера иногда теряется. Да, вот эти, когда там, конечно, каким-то значительным, базовым, тем более начало войны, я думаю, в обязательном порядке. Но я почему-то уверена, что вот в классной Какие вы комнате... лояльные учителя. Да, мы лояльны, мы педагоги, не забывайте, мы педагоги. Вы знаете, я ожидала хороших результатов, Нет, потому что дети на я самом рада. деле в нашей школе очень хорошие. Здесь сказывается и слаженная работа коллектива педагогического. Вот. Ну, есть над Да, чем да, да, подумать. да. Мы Даема. сейчас Есть над чем рекламу подумать. мы не делаем ни одной школе. Я вам скажу, что это понятно, что это может быть случайностью. Мы захватили, наверное, какой-то пласт всего лишь. Всю реальность показать, что происходит в нашей школе, она гораздо сложнее. Мы не могли. Но на что я обратила внимание, и мне немножко вселило надежду, это то, что обычно многие ругают 10-ю школу по поводу абхазского языка. И ни один ребенок, с кем сегодня говорила наш корреспондент, не отказался отвечать на родном языке. Но я понимаю, что это не вся школа, это еще не все, но тем не менее это обнадеживает. Я думаю, надо об этом сказать, что мы поздравляем и абхазское телевидение в лице Ирины Шотовны с возобновлением вот этой программы «Аргама», которая вот всегда, вот по прошлому опыту мы помним, как насколько все тут диспуты такие живые, разговоры острые. Так что мы в ожидании, так что и я думаю, что мы с хорошей ноги тоже сегодня пришли. Спасибо, спасибо большое. Я понимаю, что немножко в другом формате, чем «Аргама», которая была в 2005 году. Тогда были другие условия. Сейчас и пандемия тоже нас ограничивает, и такой большой круг людей, экспертов там, и так далее мы собирать не можем. Но тем не менее, я надеюсь, что здесь разговор всегда будет честным. Это была «Аргама». До свидания. Оставайтесь на нашем канале.